Школам Таджикистана не хватает более 500 000 учебников. В Казахстане опровергли информацию о запуске со своей территории беспилотников ВС Украины. Узбекистан решил полностью запретить экспорт сжиженного газа. Планировавшие госпереворот в Германии хотели создать новую армию. В школах Таджикистана не хватает 44 наименования учебников тиражом около 500 000 экземпляров. Об этом 7 декабря сообщила Азия Плюс со ссылкой на данные Министерства образования и науки Республики. Директор Центра по подготовке, изданию и распределению учебников Министерства Наджмидин Зайниддинзода рассказал, что в нынешнем году было выпущено 40 наименований учебников тиражом 4 318 630 экземпляров, что на 1 397 000 экземпляров больше, чем в 2021 году. Несмотря на это, в стране ощущается нехватка учебников. В 2022-2023 учебном году потребность в учебниках составила 4 508 260 экземпляров. К концу октября удалось обеспечить школы 4 55 795 учебниками. То есть на сегодняшний день школам Таджикистана необходимо еще 452 465 книг, сказал он. Наджмидинов отметил, что книги распространяются в школах методом аренды, которая в сегодняшних условиях является одним из наиболее удобных способов обеспечения школьников учебниками. Однако теперь Миноборнауки страны приняло решение пересмотреть этот порядок и в первую очередь сделать учебники для начальных классов разовыми. В июле все программы были пересмотрены и в соответствии с государственными стандартами для начальных классов и одобрены Национальным советом по образованию. Преподавание по этим книгам в 80 школах страны осуществляется пилотным или экспериментальным образом. То есть в этих школах первоклашки не берут учебники в аренду, а выкупают их. В случае утверждения программы такой метод ведут во всех школах, сказал Зайниддинзода. Согласно опросу Азия Плюс, 30% респондентов в Таджикистане приобретают учебники самостоятельно, в то время как 70% берут учебники в аренду в школе. Совокупная стоимость аренды учебников за один год может составлять от 50 до 200 сомони. По мнению экспертов, платная аренда учебников может нарушить право на бесплатное общее образование, закрепленное в статье 41 Конституции Таджикистана. В Министерстве обороны Казахстана назвали фейком информацию о том, что с территории республики якобы запускали беспилотники вооруженных сил Украины. Комментарий ведомства опубликован на сайте stopfake.kz. Заявление о запуске беспилотника по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале «Московский комсомолец», не соответствует действительности. Кроме того, отмечаем, что данные беспилотники никогда не стояли на вооружении военных сил Республики Казахстан, говорится в сообщении. 5 декабря в Минобороны Российской Федерации сообщили, что украинские беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Погибли 3 военнослужащих, 4 пострадали. О том, что аппараты, вероятно, были запущены с территории Казахстана, российское издание «Московский комсомолец» написало 6 декабря. В Минобороны Казахстана назвали эту информацию ложью, призвав граждан не поддаваться на провокации. Власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа. Это связано с проблемами энергоснабжения внутри страны. Кроме того, до 1 марта 2023 года транспортные средства, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин. Об этом стало известно в ходе совещания, которое прошло под председательством главы администрации президента Сардора Умурзакова, передает kun.uz. По его данным, в Узбекистане будут приняты следующие дополнительные меры. Всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ. В случае отсутствия возможности подачи природного газа населению будет доставлять сжиженный газ. Продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года. Увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива. Недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже. Исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на 2 месяца. И суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.
Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Германии собирались создать новую армию. Об этом заявил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк. Он сообщил, что террористическая организация «Граждане Рейха», целью которой была ликвидация существующего государственного строя в Германии с применением силы, состояла из так называемого Совета и военного крыла. Совет, в состав которого входил бывший депутат Бундестага, был разделен на отделы, подобно кабинету министров. Перед военным крылом стояла задача создать новую немецкую армию. В прошлом некоторые его представители были военнослужащими Бундесвера. По делу о заговоре в отделе в центре города итальянской Перуджи задержали 64-летнего бывшего офицера немецкой армии. На данный момент в Германии под арест отправлено 13 человек. Федеральная прокуратура ФРГ 7 декабря сообщила о проведении масштабной операции против рейхсбюргеров, которые выступают против существующего строя и считают себя гражданами Второго Рейха Германской империи во время правления Гогенцоллернов. 25 человек были задержаны в Германии, Австрии и Италии. Среди них оказалась россиянка, а также экс-депутат Бундестага, крайне правая партия «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеман. Участники заговора планировали свергнуть конституционные органы власти в стране.